Ожский рынок в Бишкеке не только место притяжения для горожан и туристов, но и вечная головная боль городских властей. Даже в дождливую погоду следы стихийной торговли на улицах вокруг Ожского рынка бросаются в глаза. Разрушенные зеленые зоны, заваленные мусором тротуары и хаотично натянутые провода. Комиссия мэрии, представители акимиата, тазалыка, зеленхоза и муниципальной инспекции регулярно проверяют территорию и разгоняют торговцев. За 2 недели удалось освободить участок проспекта Чуй от бульвара Молодой гвардии до улицы Бишнали, а также улицу Токтагула. Особое место на Ожском базаре – блошиный рынок вдоль реки Аларча. Здесь по выходным торгуют всем от старой посуды до подержанной одежды. Многие продавцы и перекупщики свой товар до выходных они хранят прямо на дороге. В связи с тем, на сегодняшнем совещании мы поручили акимиатам найти место, найти отведенное место, куда бы мы могли бы перевести этот блошиный рынок. Но у блошиного рынка есть свои правила. Вот вы же говорите, везде это есть. Вы правильно, это в других странах. В других странах он работает в выходные дни. В других странах вот такой картины, вот посмотрите. Да, после себя ни один. Блошиный рынок — это интеллигенция, пенсионеры, наши кто, коллекционеры, это все интеллигенция. Они должны после себя все. Вы посмотрите, дорогу заняли, целую полосу. Зеленые насаждения все угробили. Да, все угробили. Постоянно привезли, уже постоянно торговля. Поэтому мы сейчас найдем одно место, куда мы вам предложим переехать. Куда все. И сегодня будет всем уведомление. А вот такая торговля, мы, конечно, это не ходим. Да я патент плачу, как положено. Как положено. Я плачу патент, как люди. Комиссия обещает найти новое место для блошиного рынка уже на следующей неделе, а пока борьба продолжается. С начала 2025 года муниципальная инспекция составила 54 протокола за стихийную торговлю. В прошлом году их было 600. Это от Молодой гвардии до Кулиева по улице Токтагула полностью была расчищена стихийная торговля. В данный момент каждый день проводятся рейдовые мероприятия по недопущению стихийной торговли. В случае выхода стихийных торговцев составляется обратный протокол, выдается им предписание. Также выдается предписание хозяйственным субъектам на территории Ожского базара о соблюдении правил благоустройства, также об выходе на субботники. Проводим разъяснительные работы. В случае каких-либо несогласий, то составляется протокол. Также до этого, до составления данных протоколов было выдано в 2024 году, в прошлом году более 600 уведомлений. В этом году с начала 2025 года, с начала года было выдано 344 уведомлений о прекращении киноторговли. Если посчитать то, что сколько выдано уведомлений, это примерно получается, если суммировать, то где-то около 1000. Если предписания не выполнят, на следующей неделе торговцев начнут выдворять принудительно вместе с их товаром. На другой стороне реки барахолка подержанной техники и мебели. Стиральные машинки, матрасы, стулья – все это продают годами. Заместитель акима Первомайского района Абакыт Караев дал продавцам срок до 30 марта. Съехать или иначе их перевезут насильно. Это вдоль реки Аларча. Здесь вот она очищена, вот полностью река. И мы вдоль, вот это как охранная зона, сейчас убираем полностью. Вот здесь мы полностью убрали. Сейчас мы до 30-го дали срок, чтобы вот эту часть тоже полностью убрать. Курманбек Капаров торгует здесь 9 лет. У него был договор с базаркомом 3000 сомов в месяц. Съезжать отсюда он не хочет. У нас по договору 1000 сомов, а берут по 3000. По 3000 берут. Это муниципальная земля, они арендовали у Думи, и сейчас мы с ними договор. А здесь какой-то сговор идет. Нету никакого. Сговор идет, потом же 1000 платили, а 3000 получали. Сказали, с акимиатом там делимся. Сейчас вот 10 метров. Продавцы недоумевают, их просили убрать только одну сторону, а теперь требуют освободить все. Вице-мэр предлагает переехать на новый Ожский базар, но на вопрос о законности сборов ответа не дает. Торговцы жалуются, дома места нет, склады дорогие, а 30 марта Орозу айт. Они просят больше времени. Борьба со стихийной торговлей длится годами, и самый сложный участок улицы Кулиева пока остается нетронутым. Основная борьба впереди.